Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Просто скажи, что по мне скучаешь, и станет тверже земля. Ты-то мне веришь, ты-то ведь знаешь, кто же, если не я. Ты говори все подряд без толку, я с полуслова пойму. Мне это нужно, как воздух, и только слезы мне ни к чему. И я пойду бить нечисть по рукам, а ты мне снись, ты только снись. Я, если надо, жизнь свою отдам за вашу жизнь, за вашу жизнь. Я, если надо, жизнь свою отдам за вашу жизнь, за вашу жизнь. За вашу жизнь. Красавчик. Красавчик. Привет. Не могу понять, тебя опять что ли переселили из студии в студию? Чего у тебя все меняется? Нет, я в той же самой студии, только в соседней комнате. Меня выселили из той комнаты. Но зато у меня теперь здесь будет стационарное место, мне не надо будет ничего двигать, провода подключать. Все, я теперь вот тут все подключил. Осталось только придумать, как бы фон какой-нибудь поприличнее сделать, потому что попало. Ну, решим. Может быть, камеру как-то переставлю потом под другим ракурсом. Тут как бы особо-то просто вот белые стены со всякими, вот там с той стороны то же самое примерно. Придумаю. Тебе привет от моих всех. Да, ребят, канал Мини-встреча, скиньте ссылочку. Твоим тоже всем привет. Ссылочку. Слышь, а у тебя видеокарта какая? Здесь хреновая, какая-то встроенная вообще, а дома мощная, крутая. Ну вот надо хорошую видеокарту, поставишь бродкаст и будешь менять фон какой хочешь. Это дома я могу что угодно делать, да, а здесь нет, такое не прокатит, она не потянет. Ну, значит, меняй карту. Будет намного тебе проще. Ребят, надо менять карту. Открываем доску донатов. Да. Мы еще на аренду студии на следующий месяц не насобирали. Поэтому пока не светит. Ну, как поддержите творчество Ярослава. Нормально. Вот тут у нас наша постоянная зрительница Елена спрашивает, а что таежник к нам с рейдом не приходит? Так он, наверное, не знает, что это такое. Я знаю, что это такое, но это для меня это... Это не... Не, напиши мне в ВК-плей какое-нибудь сообщение, чтобы я на тебя... Я все это... Я понял. Напиши. Не, ВК-плей, напиши мне сообщение в чате, чтобы я на тебя подписался и сделал рейд. У меня народу не так много. Да. Так, вот попробуем. Канал также Таежник называется? Таежник я. Подожди, вот мне скину. Зачем вы мне YouTube кидаете, ребята? Мне надо ВК-плей. Таежник я также. По вашему запросу ничего не найдено. Как так? Таежник я слитно, да? Не, таежник пробел я. Ну давай таежник пробел я. Ничего-то не находит. Может, я что-то неправильно делаю, но я ищу в категории каналы. ВК-плей у меня идет трансляция, все нормально. Не знаю. Ребята, выручайте.
Да, ребят, Дорогие киньте, подписчики, киньте мне скиньте ссылку ссылку. на таежника. Не, вы мне киньте ссылку в ВК Play на мини-встречу. Потому что я в этом деле лапать, уж прости. Я на телефоне не могу скинуть. Елена говорит, ладно, мы к нему на рейд сходим. А мы сейчас не сходим на рейд, потому что не прошло 60 минут с предыдущего рейда. Только раз в час может. Пусть зайдет ко мне в чат и скинет на тебя ссылку. Вот, Елена. И все, просто мне ссылку скинет, я подпишусь. На тебя мне уже скинули. Сейчас на тебя скинули, захожу. Так, сейчас захожу. Во-первых, надо на тебя подписаться. Так, лайк тебе поставить. Вот, все, я тебя вижу. Все, лайк поставил. Министрельщина. Привет всем написал. Перейти на канал. Вот, перейти на канал. Вот, подписаться. Супер, будем теперь дружить. Я теперь точно не все уведомления поставил. Все, сейчас уйду к себе и ВК Play студия, где этот алмазик. Начать рейд, мини-встречина, начать сбор. Ага. Вот, по-моему, вот так. По-моему, вот так это делается, но не знаю, могу что-то. Не, ну да. Сейчас просто видишь, все, кто захотят, ну точнее, кто ничего не сделает, там есть возможность отказаться. Кто не хочет ходить в рейд, может сказать не хочу, и он останется. Всех автоматически перекинет. Это по сути просто такой, ну, пришли, лайки поставили, ушли обратно. Это просто полезно, ну, ВК Play так устроен, что здесь алгоритмы, в общем, это полезно для обоих каналов. Ребят, если пойдете к мини-встречине, стучите в дверь ногами. Почему ногами? Потому, ну, вы же не с пустыми руками придете. Надо карту ребятам, надо помочь даже в техническом плане. Всегда это приветствовалось. Всегда это приветствовалось. Тук-тук, вот что-то тут произошло, да? Кто-то пришел, наверное, да? Начать рейд. О, все, во, вижу. Да. Ну 17 у меня зрителей. Привет. О, отлично. Всем привет. Видишь, я в этом деле слабо соображаю. Все-таки ВК Play это более игровая площадка для игроманов. Нифига, и уже сделали под разговорные стримы. Ну, я понимаю, сделали, но я боюсь всего нового, я понял. Пугаюсь, я, знаешь, как привык вот по накатанной. Попробуй раз и понравится. Да. Попробуй. Нет, так я серьезно говорю, попробуй. Реально классная штука. Все уже подсадились на это дело. Тоже многие так вот сначала к этому, потом привыкаешь. Тебе же не обязательно все этими игрушками пользоваться. Вот. Просто сама по себе площадка, как альтернатива Ютубу, ну, она реально, лучше. Серьезно. Потом оценишь. Ну, пока, наверное, да. Ну, вообще, я тебе так скажу. Сразу за министрельки заказали мне этот самый глаз Тараса. Ну, я не знаю, ты знаком, не знаком с нашим участником нашего шоу? Это Тарас. Слышишь? Вот. Это не Тарас. Это Тарас, мы его назвали так. Вот Тарасик. Крутяк какой. Это его родственник, походу. А вот это Тарасик со селецом, видишь, с усами. Вот это. Кстати, тоже Тарасик. Брат, наверное, двоюродный, блин. Слушай, а он как хрюкает? Вот у этого голос вот такой. Ух ты, какой резвый-то. Поговорили. Прикольно. Слушай, а у тебя какие-то вот, ну, у тебя как сегодня вообще эти, там, не знаю, там, персонажи какие-нибудь прикольные попадались? Могу сказать, день открытых дверей в дурдоме. Такие сегодня, я давно таких не видел нажористых. Вот сколько сегодня вот было, сейчас я скажу. 1, 2, 3, 4. Вот 4 пациента, прям вот клиника. А ты чё? Я просто обратил внимание, я втайне тут от своих подписчиков хожу по рулетке, иногда без стрима. То есть стрим у меня не запущен, просто так. И так, ну, мне так просто, понимаешь, как бы спокойнее, потому что на стриме постоянно крутится в голове мысль о том, что, так, меня же люди смотрят, надо их как-то развлекать, надо делать, чтобы им было интересно, надо делать контент, постоянно ты об этом думаешь. А когда стрима нет, я расслабленный, как бы, ну, сижу себе спокойно, как бы, то есть не думаю о том, что а вдруг скучно, а вдруг надо что-то сделать.
Понимаешь, я здесь могу спокойно с людьми разговаривать, я порой могу часами с ними разговаривать, понимаешь? Вот, и делай Вот. то, что ты считаешь нужным. Никого не слушай. Тебе Ну, будут вот приходить смотреть на то, какой ты на самом деле. И вот Понимаешь? одно дело делать шоу, да, стараться угодить там Да не аудитории. думай, не думай, не думай. Для всех Вот. хорошим никогда ты не будешь. Поверь мне, никогда ты не будешь для всем хорошим. Будут хейтеры, будут... Понимаешь, есть такие люди, категория людей. Если меня будешь золотом ходить на горшок, они скажут, а проба-то не та. Ага. Будь собой, какой ты есть. Тебе интересно вот этот человек. У меня были общения по 1,5-2 часа с человеком. Ну, был такой мужичок, не знаю, пропал. В этой рулетке его пока еще нету. У него канал раньше был по следам Джека Лондона. Он настолько интересный собеседник. Он путешественник. И про квадрокоптеры мы с ним общались. И про путешествия. Он там один из 3 там самой высшей категории капитан судна. Так рассказывал, понимаешь, вот человек рассказывает, его неохота перебивать. Я когда его встречал в рулетке, мне пацаны пишут, о, это надолго. Ну понятно. Понимаешь? Вот, короче, у меня завтра будет экспериментальный стрим. Ты завтра стримишь? Ух, я не знаю, посмотрим. Во сколько. Вот, ну у Ну, меня далеко после обеда. Если будет сын, то далеко после обеда явно. по Москве в 6 вечера мы планируем начать. В 6 Ну, вечера. ребят, 18:00 заходите. Вот, будет... Не с пустыми руками. Хотя бы с пиццей. Вот. Будем, короче, стараться пробовать новый формат, разговорный, такой, информационно-развлекательный. Протестировали вчера без стрима, просто, чтобы, ну, как бы потренироваться. Получилось настолько круто, что я даже пожалел вчера, что даже не записал. А надо было хотя бы записать. У меня будет соведущий, матерый такой, вот, такой, не буду пока... Подожди секунду, подожди, пока не Интригу забыл, хочу а то сказать, забуду. да. А у тебя вчера на ВК-плее не было трансляции? Вчера на ВК-плей у меня не было трансляции. Жаль. Вот я о Вот чем и жаль. говорю. А вчера, как бы я говорю, я без ВК-плея, мы просто в чат рулетки вот с этим вот товарищем вдвоем, друг с другом общались. Вот, ну и пробовали вот в рулетке именно вдвоем ходить. Были диалоги, как бы там латыша одного развалили вообще просто в пух и прах вообще. Ну, мне даже понравилось, честно говоря. Было круто. И, короче говоря, завтра попробуем это все сделать в прямом эфире. Не знаю, как моя аудитория к этому отнесется, как отреагирует, но как-то... Они же хотели больше стримов. Ну вот, получаете больше стримов, хотите же больше. Вот я просто, видишь, не имею возможности... Ты меня не услышал. Чё? Делай то, что ты считаешь нужным. Ни на кого не ориентируйся, приходят к тебе. Понимаешь, это не ты. Не ты как бы приходишь к ним. Они приходят к тебе, а ты не клоун, ты артист. Ну, Ну понимаешь, вот смотри, подожди, я тебе грубо объясню. Люди приходят смотреть спектакль. Так написан сценарий. Актер играет по сценарию, он не будет для каждого что-то объяснять. Так же и ты. У тебя свой сценарий в голове, ты делаешь, что считаешь нужным. Если кому-то не нравится, Саня Тюмень знает, когда я всегда говорю, вон дверь, вон порог, вон на. Все. Все. Ребята, кто от таежника, он всегда с вами такой строгий? Кому что-то не нравится, пошел вон. Да, нахуй, сразу нахуй. Ничего себе, ух ты, как жестко-то. Не нравится, не смотрите. Не надо меня учить жизни, знаешь, как начинают. Ты бы вот тут бы помягче, а тут же этот пишет, а вот тут надо было пожестче. Ребята, у всех есть интернеты, у всех есть компьютеры. Заводите свои каналы, показывайте как надо, я буду учиться, может быть. Комментарий, знаешь, как от человека, который смотрит порно, знаешь, вот здесь можно было бы помягче, а вот здесь пожестче. Да, а вот она была шлепнуть не по левой ягодице, а по правой, да? Ты же знаешь этот как бы анекдот, да? Почему нельзя, да, советами. неудобно Советами. заниматься сексом на площади, да? Да, советами замучивают. Да, замучивают. Поэтому Саня Тюмень такого же мнения, всегда со мной. Всегда со мной такого же мнения. Не нравится? Не смотрите. Критикуешь? Предлагай, показывай. Как надо, вот как ты считаешь нужно. Критикуешь, предлагай. Слушай, по поводу Саня Тюмень, ты с ним на связи там, как у него дела вообще? Он же, уехал, да? Не созванивался, ну вроде все нормально, ну завтра наберемся.
Надеюсь, завтра да, позвоню. Я просто забыл, он мне писал, когда планировал приехать, потому что я планировал с ним еще контента поделать, потому что всем вроде понравилось. Вот. Экскурсию Знаешь, по Тюмени можно сделать. Саня Тюмень, он для меня как старший брат. Я говорю, мы с ним когда в Дискорде общались раньше, мы садимся, ля-ля-ля-ля, тополя. Он говорит, Андрюха, смотри, у меня закат. И показывает, ну, камеру раз. А закат, знаешь, как флаг России. Бело, красно, синий. Ага, да, бывает такое, да. И мы с ним лясим, трясим, обо всем, ни о чем. Ля-л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 я. А это среди недели. Я смотрю в окно, говорю, Саня, у тебя что, рассвет? Он говорит, ну да, 5 утра. Говорю, нет, на работу через 3 часа. Мы всю ночь вот так просидели. И ни о чем, и обо всем. Саня настолько интересный собеседник, которому не надо лезть за словом в карман, понимаешь? Вот ну, просто вот. Вот завтра будет такой собеседник, поэтому кому интересно, приходите в 6 часов по Москве. Но у нас еще плюс еще рулетка будет обязательно. А, ну пишут, Саня уже приехал. Тимон пишет, Саня уже приехал. Отлично, я тогда позвоню Ну ему. тогда дзынь-дзынь на созвоне, да и все. Ну, не сейчас, понятно, у нас пол-первого. Ну, понятно. Не, понятно, сейчас там, может, в дороге там мало ли. Ясненько. Ну ладно, вот такие дела. Сам Я заходи. надеюсь, ты не будешь против, если я ролик с тобой выставлю? Ну, такая тебе будет мини-мини реклама. Как бы, может, меня посмотрит чуть побольше народу. Там, Как я могу быть против? Давай, в смысле, когда? Сейчас? В смысле, из того, что сейчас происходит? Да, я просто ролик нарежу, да и все. Ничего же интересного не происходит. Давай я хоть там что-то спою, что-нибудь там, не знаю. Ну, ты уже спел, если хочешь, еще спой. Так я спел, ты же, я же пел, и рулетка крутилась, ты же не сначала слушал. Давай я что-нибудь, ну, там, спою. Не проблема, только за. Давай, короче, слушай, я знаю, что я спою. Давай авторскую, сам написал. Отлично, будет очень интересно. Так, нормальный контент сейчас сделаем. Сейчас нормальный контент сделаем. Так, сейчас я только открою. Так. Короче, песня, ну, ты, наверное, ее не слышал, потому что она абсолютно новая. Она называется «Кашпировский». Уже Слышал? интересно, уже заинтриговал. Сейчас. А где она, блин? Неужели я ее... Ладно, попробую по памяти тогда. Я, блин, свои собственные песни порой не запоминаю. Значит, сначала небольшая предыстория, как песня родилась. Я увидел случайно в интернете новость о том, что Кашпировский, я думал, что его уже в живых нет, честно сказать, что он, оказывается, вернулся, он же уехал в США, он вернулся в Россию и возобновил магические сеансы. Я понял, что нельзя это событие оставить просто так. У входа в зал толпа людей, все смотрят с изумлением. От всех чародей приносит исцеление. В лощеном кожаном плаще и с фирменной прической такой весь из себя вообще выходит Кашпировский. И нам врачей других не надо. Он наш спаситель, он наш герой. Он, говорят, одним лишь взглядом лечит даже геморрой. А у него все зашибись, все хорошо, дела неплохи, покуда не перевелись в стране доверчивые лохи. Люди, надо было сказать, люди. Слушай, точно. Блин, была бы интрига. Доверчивые люди. Во, слушай. Все, я удаляю этот ролик, перезаписываю. Гениально, честно. Я сейчас не вот абсолютно точно так и надо было сделать. Потому что ожидают-то все, ну, в рифму слова. Ты сейчас можешь оконцовку спеть, пока не перевелись, а я отрежу и поставлю. Подожди, давай сначала до конца. Я там еще запнулся, короче. Давай, вот сейчас просто для записи специально, для ролика. Поехали вообще. У входа в зал толпа людей, все смотрят с изумлением. От всех болезней чародей приносит исцеление. В кожаном плаще и с фирменной прической такой весь из себя вообще выходит Кашпировский. А нам врачей других не надо. Он наш спаситель, он наш герой. Он, говорят, одним лишь взглядом лечит даже геморрой. А у него
все зашибись, все хорошо, дела неплохи, покуда не перевелись. В стране доверчивые люди. Красава. Красава. Юрий Матвиенко, приветствую. Ну чё, как тебе вообще мое творчество? Знаешь... Херня! Не, знаешь, вот, честно, я всегда... У меня очень мало настоящих друзей, потому что я всегда говорю правду. А мало кто ее любит. Правда, она как проститутка, понимаешь? Ее все хотят, но никто не любит. У тебя отлично получится. У тебя отлично получается, понимаешь? Я сейчас завидовал людям, которые умеют играть на гитаре, умеют петь, что-то в голове свою есть. И всегда завидовал людям, которые умеют рисовать с головы. Вот это вот просто вот взял вот так вот чик-чик-чик и нарисовал. Ну это для меня это как волшебство какое-то. Для меня вот это белой завистью завидую таким людям. Хотя говорят, зависть это грех. Вот именно думаю, почему вот я не могу? Как-то ну как-то так вот. Ну-ка, блин, слушай, может быть получится, если я сейчас вспомню ее. Сейчас, пока, секундочку, если ты мне дашь чуть-чуть времени. Конечно, не проблема. Куплетик я такой, короче, на днях тоже сочинил, тоже на фоне новостей, короче. Тут можно с эффектом. Свинорейх опять не выдержал удар, и спецназ «Восток» штурмует Угледар. Отступает и бежит с позиций враг, гордо реет на ветру российский флаг. Вот. Классно, классно, супер. Ну как-то само просто раз и родилось, я даже специально не думал. Ну вот видишь, а я вот так не умею, я там два слова, бывает, не сложу, бывает, что-то загну, думаю, зачем я это загнул. Ну у всех, понимаешь, каждый устроен по-своему. Есть у меня, кстати, мысль такая, ну не знаю, это интересно будет, неинтересно, но опять же ты вот говоришь, типа, да пофигу, типа, делай то, что тебе интересно, а кому будет интересно, те это самое. Если с таким подходом, то, наверное, пожалуй, я бы сделал. Хочу написать песню про блогеров, про наших всех, ну кого знаю. Как бы сборная солянка, типа как вот с куплетами независимыми, то есть про одного, про другого, про третьего, типа что вот мы все, короче, тут вот в рулетке собрались. И как знаешь, здорово, что мы здесь в рулетке собрались. Как было бы прикольно, чтобы ты не называл имен, а люди сами догадывались, про кого ты поешь. Принята, интересная идея. То есть, знаешь, вот, чтобы вот как-то вот обкашлять как-то вот каждого, да, каждый же разный все равно блогер. Кто-то и по истории хорошо, кто-то там туда-сюда. Ну, подумай. Просто подумай. А кто у нас по истории хорошо? Царевич? Да не только, есть еще там один. Блин, прервалось. И не только, а еще есть один, который давеча у тебя чуть под штраф за стоянку не попал. Я сейчас, кстати, вспомнил. Не, подумай. Как бы это просто совет, которого ты даже не просил. Просто подумай, будет интересно. Догадается, кто о чем и как и почему. Все разные, все разные. У каждого свой контент, каждый ведет по-своему. Поэтому. Может, знаешь, какие-то там как сказать, физические качества, допустим. Вот Руслан Колхозник, он же здоровый, как Илья Муромец. Ты вообще не видел фотографии Руслана? Колхоз сделал добровольно. Я как бы понял, я, видишь, за ним особо не следил, я знаю, как он выглядит, то есть лицо его, я знаю, что у него канал такой популярный очень, много людей. Он огромный, он когда встречался в Донецке с подписчиками, вот так, знаешь, так вот, толпа вот так вот, стоит и так посередине, вот так вот, на две головы, он просто огромный, ну и человек он, да, отлично. Я с ним общался пару раз, пару-тройку. У нас сейчас рейд на тебя начинается, я смотрю. Сейчас к тебе придем. Да, пожелаете.
Слушай, а история, кстати, ты знаешь, меня начала даже увлекать. Вот я что-то начал ее изучать, просто чисто для себя. То есть не то, чтобы там это, ну, разобраться как бы в каких-то штуках. Что-то, ну, подзабылось еще, там, понятно, что проходили еще в школе, ну, это когда было. Вот, сейчас какие-то там обновленные данные есть, там, из разных источников, что-то. И, слушай, так это интересно. Как сказка, знаешь, какая-то вот прям вот история. Знаешь, вот по истории два человека меня всегда удивляли, будут удивлять. Но это не царевич, могу тебе смело сказать, один из них. Это Саня Тюмень и Александр Шумерские сказки. Тот просто такие вещи. Из головы даты вот так вот, понимаешь, как по книге, как... Что-то он, ну, пропал сейчас, даже его там нету в этом... В Имперском Союзе его не видел. А так, у Руси своя харизма, у него свой юмор. Он бывает так троллит, просто. Было пару роликов, я падал вместе с креслом на пол, потому что все. И на стриме вот у него мозг какой-то такой, знаешь, вот переформатируется, тык-тык, он, да, у нас ничего нет, унитазов нема, на дырку хожу. У нас, говорит, вообще, говорит, у дырки, говорит, на балконах. Главное кричать вниз, поберегись. И они такие сквозные, что если ты на высоком этаже... Да, чтобы там, где никто не сидел, кричишь, поберегись. Он такие, бывает, корки мочит, просто, блин. Опять песня, просто говорит, про... Тимон пишет здесь, про популярных блогеров песня будет, а я автор канала. Саня тоже не любит, когда его блогером называют. Да, я тоже не люблю. Господи, да... Я тебе могу объяснить, понимаешь, для меня блогер, это ты должен этим заниматься на постоянку. Ну, понимаешь, как военкор, да? Ну да. Это твое призвание, это не хобби, это мы тут сидим, лясим, трясим, прикалываемся, тындер-мындер, вот это. А вот когда ты этим занимаешься, ты постоянно мониторишь, вспоминаешь историю, какие-то темы подготавливаешь на день, там, чуть ли не методичку себе пишешь. Это круто, да. Вот мне так нравится по идее. Но, видишь, я не могу себе это позволить делать, потому что есть основная работа. То есть, если вот, бы это... о чем. Если бы это монетизировалось, я бы, может, с утра до вечера бы только этим и занимался, что сценарий писал. Ну, вот. Знаешь, а я бы не хотел. Я бы не хотел. А мне нравится, мне нравится. Знаешь, по какой причине? Я не хочу, чтобы мое хобби переходило в профессию. Ну, это не то, вот что... Смотри, вот есть ты рыбак, да, я езжу на рыбалку, для чего? Для удовольствия. А есть рыбак, промысловик, который идет в море, кидает сети, и ему уже это вилками в горло. Поэтому как бы нет. Блин, да что ж такое? Да, оно прерывается. Да, такая же ерунда. Поэтому нет. Не, понятно, что была бы монетизация, лишние деньги никогда не бывают. Опять же, ты же понимаешь, что такое оборудование. Больше этому времени. Да, хрен с ним с оборудованием. У меня хватает оборудования. Я не в этом плане не капризный, короче. У меня вот все, что надо было, я уже купил. Как бы, мне хватит. Ну, видеокарту охота. Да? Не, ну это для того, чтобы... Ну, ты говорю же, это чтобы здесь, например, там сделать... Опять же, если бы у тебя стоял микрофон «Союз», который стоит минимум 80 тысяч, я знаю. Уже и звук был бы другой. Ну согласись. Да, нет, был бы другой, но и так неплохо. Ну вот что думаешь, вот сейчас была бы у меня... Ну нет уж предела совершенства, охота лучше. Скажи мне, вот смотри, вот у меня сейчас хреновый фон. Ну вообще непонятный, тут какая-то тряпка лежит, тут какое-то окно. Да по барабану. Мне по барабану. Вот смотри, видишь, тебе по барабану, а ты говоришь, вот если бы у меня была крутая видеокарта, я бы сейчас себе заменил фон, сделал бы здесь что-то крутое. Ну вот у тебя там... Быть. Согласен. Какой-то. Ну и что? А меня от этого стало бы больше людей смотреть? Для себя просто. Вот видишь, а, например... я думаю, топ 250, да, 250, блин, да. Мне кажется, все-таки содержание, на мой взгляд, оно как-то превалирует над формой. Потому что можно сделать красивую картинку и нести всякую чушь. Ну хотя, блин, слушай, ты, наверное, прав. Согласен. Потому что я видел стримеров, которые реально делают всякую херню, но у них очень красивая картинка. У них декорации, свет, звук, прям как в телевизионной студии. И смотрят. Но их смотрят там, и сидит какая-нибудь девочка с титьками, вот так как выставив их вперед. Вот нет у нас такого места, нету. И все, и можно ничего больше не делать.
Просто Да, приветики, да. сердечки вот так вот просто показывать, как вот так вот показывают. Все. И Ну, там просто там онлайн несколько тысяч, там какие-то там донаты там кидают, что-то. Думаю, а что, в чем суть контента-то? Я думаю, она что-то интересное рассказывает, или там песни поет, или вот что-то. слышишь, на эту Просто сидит, тему, просто сидит. подожди, на эту тему Давайте возьми я сейчас буду просто телефон, сидеть. подожди, на эту тему возьми сейчас телефон. Телефон у тебя под рукой. Да, взял. Зайди на мой канал и посмотри шортс последний. Шортс. Там меньше минуты. Так, на твой канал, а как мне на него зайти? В каком? Таежники. Я Таежники. понял, нет, в Ютубе, блин, мне тогда надо Да, в включить. Ютубе. Сейчас. У меня ж YouTube не работает. Сейчас я сделаю, чтобы он заработал. Ну, тоже полка, у меня тоже полка. У меня, правда, такой постарее полка, но... Так. Просто посмотри, на чем делается контент. Ну, я понимаю, что кто-то задонатил, чтобы она это сделала, а я попал именно вот так вот. В разрез. Это вот где этот Тверк. самый Барабас, Тверк. да? Тверк от Матильды. Последний Я не шорт. вижу здесь названий. Последний шорт, здесь Карабас-Барабас нарисован. Да, нажми. Там минута. Я понял. Продаются сиськи, нет? Опа. Вот это поворот. Ну-ка. Чуть-чуть юбочку подними. Это что такое вообще? Красота. Блин, как это людям показать? Это просто праздник какой-то. Ладно, передом. Потрясешь? А как, подожди, а почему она так делает? Что это? Ну, я так понял, что ей кто-то задонатил, чтобы она это сделала, а я попал как раз в этот момент, Матильде. Это кто вообще? Матильда. Канал у нее «Осторожно, Матильда» называется. Сейчас я просто людям покажу, о чем идет речь. Сейчас вот видно подписчикам нашим? Видно. И вот, знаешь, вот это и смешно, и грустно. Знаешь, Вот у меня есть ролик, это, наверное, пик. Это больше у меня такого ролика. Если будет интересно, пусть ребята зайдут на мой канал Таежники. Ролик называется «Как я стал гинекологом». А я его смотрел. Это просто, я не знаю, зачем я это ляпнул. Потом я начал понимать, что им не надо навредить, что они просто на халяву пришли консультацию, да, получить. Но самый прикол. Дня через 3 звонок мне на телефон. Смотрю, у меня номер не забитый. Как правило, я такие номера не беру, думаю, ну ладно. Поднимаю и слышу голос. Слышу голос из прикола. Да, примерно так. Супруги моего Карифана. У него такой голос, я ее знаю из 1000 голосов. Я же представился как Станислав Бачеславович. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, я приветствую. Станислав Бачеславович, да, он самый. А можно у вас консультацию получить? Говорит, Танюха, тебе бесплатно приезжай. Говорит, сволочь, как ты сидел с таким каменным лицом, что якобы в натуре ты гинеколог. Говорит, ты не видел, как я ржал после общения с ними. Я тоже не понял, как ты выдержал вообще. Как можно было сделать? Я бы не сдержался. Я сейчас Вот. поясню, может быть, для тех, кто не в курсе, ну, для своих, как бы, да, то есть вот у Таежника есть на канале ролик, как я стал гинекологом. Это вот, по-моему, при первом твоем вообще знакомстве ты сказал, попробуйте, посмотрите. Я потом нашел и посмотрел. Мы когда впервые с тобой в рулетке встретились. Ну, да, Короче, да, там две барышни с Украины, по-моему, да, они были? да. Вот. И что-то там, значит, разговор туда-сюда, хихи-ха-ха. И как-то вот он говорит, что а я типа гинеколог. Причем он это говорит серьезно. И они верят. И они начинают ему вопросы задавать. А как вот тут? А как вот чуть ли не показывать там? А вот смотри. Не, показали все. Показали все, что я хотел. И та ж встала, помнишь, на табуреточку и штаны сняла в трусах там и попа, и передом, и все. В рулетке, представляете? Я не знаю, Да. как самообладание какое у человека, ты как вообще выдержал-то это? Вот так. Хрен пьяный был, не Не помню. знаю. Я думал, блин, может, не знаю, ущипнул себя там как-то, чтобы там, ну... Не, у меня там есть
ролик «Сексуалка, руки на стол». Там тоже там такая царица ходила в трусах. Кстати, посмотри, «Сексуалка, руки на стол». Посмотри, есть еще порох у Андрюхи. Да, есть там столько роликов, что... Понятно. Надо перезаливать, потому что каналы сносились, каналы менялись, но что-то На осталось. ВК, надо на ВК переходить. Где-то YouTube. Ну, я на ВК потихоньку, да. И знаешь, что самое смешное? У меня есть ролик «Позитивный кузнец» со Львова. Отличный парень. Отличный парень, хорошая беседа, он кузнец. Он там латы, вот эти шлемы показывал, подшлемники, вот это все, кольчуги, перчатки вот эти, понял? Все это в кожа, все это натуральное. Не смотрят. Не смотрят. Меня кто встречает? А, ты ж тот, который Комлеву развалил. Все. Понимаешь, как мне обидно? У меня 1300 роликов на канале. Все помнят только Комлеву. Да, до этого не было роликов. Я тебе тоже так скажу. Мне уже в чате пишут: так, давай, Ярослав, скинемся тебе на сиськи. В этом, короче, секрет успеха. Зачем на сиськи? Скиньтесь ему на видеокарту. Господи, зачем сиськи? Не поможет. Слушай, вот, я как раз хотел тебе сказать пример тоже. У меня получился такой, знаешь, дружелюбный, кстати, диалог с мужиком с Украины. Он занимается, как это называется? Ну, короче, коровы, когда у них брачный сезон, там быка надо на них, чтобы... Ну, осеменитель. Ну да, это бык-осеменитель, в смысле, специалист... Помощник, да. Что-то такое, в общем, занимается вот этими там процессами какими-то, что-то там. Вот он специалист по животным, именно по вот этим, по скоту. Вот, с Украины. Мы с ним прикольно так поговорили. Вообще абсолютно адекватный, нормальный мужик. Вообще все. Никакой ругани не было, ничего про политику даже не это самое. Вот, хороший диалог. Я сделал нарезку и выложил, ну, как обычно, везде, в том числе в ТикТок. Я завел себе ТикТок, как бы это самое, ну, молодежь, чтобы охватывать, чтобы тоже просвещать хорошими песнями правильными. Вот. И вот у меня, во-первых, там молодой аккаунт, там вообще толком никого нет, может 100 человек, там подписчиков, то есть вообще, ну, просмотры маленькие. Этот единственный ролик с диалогом, то есть у меня все ролики музыкальные, и вот этот один с диалогом с украинцем, с этим. Ну, на сегодняшний день, это просто цифра продолжает расти, 340 тысяч просмотров. Вот, как бы население небольшого города уже. То есть, как бы, ну, для меня это много, то есть для моего скромного маленького канала. Для еще и там начинающих. Светлана, приветствую. Это знаешь, это вот у ролик с Комлевой, первый ролик, если я не хотел выставлять ролик. Потому что я понимаю, что я ничего и не объяснил, ничего и не доказал. Понимаешь, ну как бы получилась беседа дурак сам дурак, грубо говоря, да? Ну, до этого я видел ролик с ней у Russian USA радио у Валеры. Я понял заранее, как себя с ней надо вести. Я думаю, выставлю просто, чтобы был. 259 тысяч просмотров за 2 суток. Нормально. А я не хотел его выставлять, понимаешь? Просто думаю, ну ладно, пусть будет. Не хочу резать ничего, там матов нету, запикивать нечего, просто выставлю. Все, ролик выставил. Вот это, не поймешь, алгоритм, как работает YouTube, не разлуплюсь. Ну, он просто очень внимательно, на самом деле, следит за реакцией людей. То есть, вплоть до, даже если они ничего не делают, даже если они лайк не ставят, просто если они задержались, там, посмотрели, то есть он уже делает вид, значит, что-то зацепило. То есть он там, как бы еще... Не знаю. Вот, а так, как бы, да, что бы я ни делал, вот самые популярные ролики, я же изначально вообще не хотел в политику лезть, вот серьезно, изначально вот был канал создан просто песни. Блин, Ну да. вот эта долбаная рулетка меня туда затянула, блин, так что, ну, а тут вообще такое ощущение, что людям вообще больше ничего не интересно, кроме этого. Самое вот это. И я тебе скажу, самые популярные ролики на моем канале, вот просто, которые, если отфильтровать, типа упорядочить по, там, давай, там, по количеству просмотров. 387 тысяч. Кстати, музыкальный, кстати, что интересно. Песня «Контрацепция» про просроченный презик. Ну, понимаешь, про что. У людей больная тема. То есть, как бы, то есть,
ну, песни с намеком, ну, даже Ну не с да, да, намеком. да, 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 да. Ну да, да, да. Следующая по Требуйте всё. популярности – это диалог с женщиной из Европы, которая сбежала с Украины. Следующий диалог – это рулетка с… Ну, тут, правда, как бы, да, тут не про политику, но где мы вместе с Алексеем одной крови спаиваем А. чувака из Германии. Там вот это вот. Это самое. Потом… Все, и дальше пошло на актуальные новостные темы, как бы, а вот из шорцев, например, самый популярный ролик у меня это естественно. Это где я пою украинцам песню 333. Это самый популярный ролик. 346 тысяч. Обалдеть. 320 тысяч. Это где мы эту же песню поем вместе с Алексеем одной крови. Мне интересно, а почему подписчики не приходят? Не, пришло. Нет, оттуда много пришло. У меня же в Ютубе... Сколько? Ну, у меня в Ютубе... Ну смотри, сколько сейчас у тебя подписчиков в Ютубе? 10,5 тысяч почти. 300 тысяч просмотров, хотя бы 10%, 30 тысяч. Где? Нет, там ты что, из просмотров конвертируется в подписки меньше гораздо. Ну вот, я тебе что. Не, ну это так, ну, так устроен интернет. То есть не бывает такое, что 10 человек посмотрели, 10 человек подписались. Такого не бывает. Не, ну пусть хотя бы, блин, ну, из 10 один пусть подпишется. Пусть. Давайте так вот. Давай, ребят, договорились? Из 10 один пускай подписывается. Ну вот я тебе скажу, вот с этого шорта, вот я думаю, показать, подписалось 778 человек. Вот. Вот, чисто с этого вот. Не так уж это и много, как бы. Ну. Не, ну это с одного шорта, то есть как бы с другого там еще там 1000, с другого еще как бы, и так потихоньку вот, ну, набрали десяточку. Да. Но сейчас YouTube сдох у всех, и, короче, там вообще все упало. Да, все будет нормально. Мы не такие времена переживали. И DOS-атаки, и О, смотри, каналов. смотри. Вот я тебе сейчас прям зачитаю. Сейчас смотри, сообщение в чате у нас. Рилен пишет. Студия оплачивается. Слишком дорогой разговор получается. И люди ушли. Почти половина отсмотревших. Об этом с ним и дома можно было поговорить. Только что вот об этом говорили. Я говорю, что, видишь, людей надо развлекать. Я уже как бы все равно завершать как бы планировал на самом деле. То есть а кто написал? Кто написал? Ну, постоянный подписчик наш. Постоянный подписчик. Не нравится? Не смотри. Да тут как бы переживает, что вот, видишь, люди там, кто-то там ушли, как бы, ну вот эти вот про вот это и говорю. И что? Подумал, ну давайте, блядь, сделаем контент. Дурак сам дурак. То есть, ну я понимаю, понимаешь, я бы понял, если бы там, не знаю, ну, что-то происходило. Знаешь, твоему подписчику я хочу сказать вот этому постоянному. Ребята, лучше говно жрать с родными людьми, чем торт с кем попало. Подумайте и намотайте себе на ус. Да ладно, как бы. Ну, сегодня у меня, видишь, все-таки был заявлен как бы музыкальный формат. То есть вот сегодня, что я вот именно говорю, завтра будет разговорный формат. Завтра как бы песен не будет. Может, если даже будут, то очень редко, очень мало. Сегодня как бы, ну, договаривались песни петь. Ну, мы пели уже сколько уже? Долго. Поэтому, думаю, сейчас еще, наверное, парочку спою, да буду это закругляться, потому что мне же еще домой ехать. Я же не дома, у меня же час ночи уже почти. Ну ладно, что, пойду я. Ладно, дружище, давай, побегу я дальше. Извини, что занял у тебя столько много времени. Да ты что ты говоришь? Давай, мира, добра, успехов в творчестве, всего самого наилучшего. Спасибо. Главное здоровье, дружище, главное здоровье. Остальное все можно купить и продать. Давай, все благ. Если что.